Можно еще один вопрос не под запись? Как хотите. Можете под запись, можете и без. Я ведь знаю, что вы хотите спросить меня. Вы хотите спросить о созидательном обществе. Да, именно. Об этом и хотел спросить. Вы слышали об этом проекте? Не это ли наш последний шанс? Знаю. Слышал. Но что я могу сказать? То, что вы называете созидательным обществом, это хорошо. И я на самом деле заинтересован в том, чтобы оно состоялось. Потому что это продлило бы мое существование. Но объективно я не верю, что люди смогут это сделать. Вы, люди, падшие, низкие. Я же вижу всю вашу изнанку. Сколько в вас грязи, ненависти и лицемерия. Я вижу то, что вы не показываете другим людям, но мне вы это показываете. Вы настолько стали жестокими, что делаете подлость даже из святого. Как вы хотите построить ваше общество с такими же, как вы, если у вас масса таких уродов? Да, где-то есть и хорошие люди, признаю. Но как вы все сможете объединиться? Вы же не захотите этого делать и не будете этого делать, пока вам не прикажет кто-то сверху. Потому что это ваша рабская природа. А те, кто приходят наверх, тем более этого делать не будут. Потому что они очень трусливы, и пришли они к власти за другим. Они лишь безмерно жаждут всяческих материальных благ для себя. Их взор настолько замылен собственным эгоизмом и гордыней, что они не способны видеть ничего, кроме своих непомерных желаний. Вы, люди, мерзкие и подлые. Подлость ваша в том, что вы готовы встать и пойти умереть. Но за то, чтобы кто-то другой стал жить еще шикарней. Чтобы кто-то другой обеспечил свою семью и весь свой род. Вы готовы идти на то, чтобы убить себя и свой род, а отстоять себя, отстоять свое и что-то хорошее. Вы не способны. Разрушить храмы вы легко пойдете, а встать и отстоять правду вы не сможете. Вспомните Иисуса. Что люди сделали с ним? Вспомните пророка Мухаммада. Что сделали после того, как он ушел? Сразу же, как только пророк ушел из этого мира, началась борьба за узурпацию власти. И за кем пошли мусульмане? За Умаром. А почему не за Али, как об этом завещал пророк? Ведь он даже клятву взял со своих последователей идти за Али, чтобы они не сбились с прямого пути и не отступили. Так ведь было. Когда после своего последнего хаджа пророк Мухаммад сказал своим последователям присягнуть на верность Али, 70 тысяч человек стояло перед ним. И все присягнули. А потом предали. Так ведь было. Но помните ли вы об этом, мусульмане? Вся умма забыла. А я помню этот день. Пророк во время своей последней проповеди в Гадир-Хум сказал, что Али – имам, утвержденный Аллахом, и что он лучший из людей после самого пророка. И он тот, кто наставляет на истину и действует согласно ей. И пророк предупредил, что Аллах непременно накажет противников Али пожизненным и вечным мучением. И кто усомнится в сказанном пророком, тот сомневается во всем, ниспосланном им. А сомневающиеся будут в огне. Самое смешное, что среди этой толпы присягнувших на верность Али был и Умар ибн Аль-Хаттаб. Сегодня его считают одним из праведных халифов, но по факту он даже не был мусульманином. Этот чертила начитался иудейских книг и мечтал исполнить древнее иудейское пророчество. Сколько раз он приходил с Торой к пророку, и сколько раз пророк во всеуслышание посылал его с этой книгой. Об этом, кстати, сохранилось достаточное количество достоверных упоминаний в тех же хадисах. На самом деле Умара заслали в ряды приближенных к пророку жрецы Яхве,
качестве диверсанта. Умар шел для того, чтобы возглавить новую религию. Он шел, чтобы исполнить пророчество. Когда пророк стал набирать масть, и его учения начали подхватывать народы, когда люди Яхве увидели, что Коран стал претендовать на новую Тору, и что все становится серьезно, тогда они отправили Умара, одного из наиболее умных из своих рядов. Он был далеко не простой человек, посвященный в тайны Торы. Да, формально он принял ислам, но это ничего не означает. Он никогда не переставал быть верным своим настоящим корням. Ведь согласно Торе, адептам Яхве разрешено врать и принимать другую веру, лишь бы добиться своего, а именно доминации в мире. С этой же целью люди Яхве могут сами жениться или выходить замуж за инаковерующих, или выдавать за них своих дочерей. Так они поставили на колени не одно царство и все религии. Не зря же Яхве был самым умным и хитрым сыном Эля. И он одерживал победу всегда и везде. Мусульмане так кичатся, что их Коран за все время не был изменен. Конечно, он не был изменен. Люди Яхве не допустят, чтобы изменили то, над чем они так сильно потрудились. Правда в том, что Коран изначально был сведен под руководством Умара и его дружков. Ваш Коран уже не тот, который принес пророк. Ваш Коран – это их обновленная Тора. И мало кто знает, но когда Умар, уже будучи халифом, посетил Иерусалим, он исполнил свою мечту. Он исполнил древнее иудейское пророчество, которое было записано в Торе. Оно гласило, что придет тот, кто очистит Иерусалим и будет защищать его. И даст Господь иудеям новую книгу и новый народ. Есть над чем подумать, правда? Особенно если сопоставить факты, что делал Умар и как это улучшило жизнь людям Яхве. Пророчества исполняются тогда, когда кто-то их исполняет. Кто-кто, а адепты Яхве это точно знают. Именно тогда был введен обход Каабы против часовой стрелки. Хотя сам пророк Мухаммад совершал свой хадж по часовой, так как это делали и до него, потому что это движение на созидание, в рост, это направление на служение Богу. А обход против часовой – это шайтанизм. И сейчас вся умма, совершая хадж, считая, что совершает угодное Аллаху действие, на самом деле идет против пророка. И каждым своим обходом утверждает власть предателей, которые внесли раздор в ислам. И именно с подачи Умара мусульмане стали вести кровопролитные захватнические войны. Ведь пророк не захватывал чужие территории. Он защищался. Он защищал истину. И здесь большая разница. Он просто решил не дожидаться, пока и с ним сделают то, что люди сделали с Иисусом. Ислам стал неразрывно связан с насилием и жестокостью, как раз начиная с Умара. Он и те, кто были после него, утопили в крови завет вашего пророка. Поэтому не удивляйтесь тому, что сейчас происходит с исламом. Это всего лишь закономерное следствие вашего предательства, мусульмане. Понятно, что люди Яхве приложили свою руку к искажению ислама. Но где же были вы все это время? Где были эти 70 тысяч присягнувших пророку? Присягнувших на верность Али? Почему не отстояли слова своего пророка и волю Аллаха? Куда они пропали? Я вам скажу, куда. Одним Умар денег дал, другим пообещал будущее. Осталась небольшая группка верных пророку. И вот этих верных Умар с его пособниками уничтожали. Самое интересное, что когда люди Умара рубили головы верным пророку, то они в ответ даже меч свой не поднимали. Потому что истинные последователи пророка, как настоящие мусульмане, не могли поднять меч на своих братьев, на других мусульман.
И что вы, мусульмане, делаете сейчас? Почему вы до сих пор не восстановили справедливость и не очистили свою религию от лжи? В Коране, в суре Аль-Бакара, 170-м аяте сказано: когда им, неверующим, говорят: придерживайтесь того, что не спаслал Аллах, они отвечают: нет, мы будем придерживаться того, на чем застали наших предков. А если их предки ничего не понимали и не шли по верному пути? А не так же вы сейчас поступаете, как и неверные в те времена, когда был ниспослан пророку этот аят. Вместо того, чтобы слушать своего пророка, идти за ним, вы слушаете бесконечные толкования и толкования на толкования своих жрецов и продолжаете идти за Умаром. Это предательство началось еще тогда и длится уже 1500 лет, потому что вы сами поддерживаете это и продолжаете идти против своего пророка. Так знайте, вы, предатели, что Али сейчас рядом с пророком, а педераст Умар у моего хозяина. Вы не ослышались? Умар страдал педерастией. И есть масса фактов, которые это подтверждают, от которых, разумеется, пытаются откреститься. Он целовался в засос с другими мужчинами и часто уединялся с молоденькими мальчиками. И до сегодняшнего дня у некоторых мусульман осталось это. Когда маленькие мальчики танцуют перед взрослыми бородатыми мужиками и развлекают их, а потом ублажают. Это занятие сохранилось по сей день. И берет оно свое начало еще от Умара. Ничего нового, надо сказать. То же было и с Петром. Если бы Петр был нормальной традиционной ориентации, то Павел не имел бы такой власти над ним. И все было бы совершенно по-другому. Я не шучу. Если бы Петр не был таким пидорасом, в прямом и переносном смысле этого слова, то у вас была бы совсем другая религия, но не такая, как сейчас. Тогда у христианства было бы хотя бы 100 лет нормального развития, и его не смогли бы так сильно исказить. Но нет. Шлялась эта парочка со своими проповедями. Еще третий был с ними, как там его, мальчик Тимофей. Эта тема, она у адептов Яхве прослеживается очень серьезно. Не просто у адептов, а у высокопоставленных представителей жречества. Но это другая тема, может, когда-то поговорим. И таких подлецов, как Умар, сейчас валом. И в каждом подлость живет. Это осталось в вас еще с тех времен. Просто за последнюю 1000 лет оно взбродило и разрослось. И вы еще надеетесь на что-то? Я бы тоже хотел это общество, которое завещали вам пророки. Потому что это бы продлило и мою жизнь. И то количество жизней, что у меня осталось, длились бы гораздо дольше, чем обычно это происходит в человеческом теле. Но надо быть реалистом. Это никогда не случится. Но если люди захотят и отстоят, теоретически это же возможно, что люди смогут. Ведь Иисус Христос говорил о таком обществе, о созидательном. Пророк Мухаммед, которого вы сейчас упомянули, он тоже о таком обществе говорил. Значит, он знал, что это возможно. Это правда. Он делал ставку на тех, кто будет жить в последние времена. На тех, кто жил в его времена, он не надеялся, потому что прекрасно знал, чем это все закончится. Так что да, пророк говорил о тех мусульманах, кто живет сейчас. Но посмотрите на их уму сегодня. Снимите розовые очки и посмотрите здраво. Да они Умара готовы отстаивать с пеной у рта даже больше, чем самого пророка. Они идут за убийцей. Массовым убийцей инаковерующих. Убийцей любимой дочери пророка и его нерожденного внука. Умар – это предатель, узурпировавший власть, который уничтожал истинных последователей пророка, а мусульмане пошли за ним. Так на кого надеяться?
На тех, кто идет за убийцей Умаром? Я не надеюсь. А с вашими способностями можно предсказать, что будет? Этого вам никто не расскажет и не предскажет. Каждый свободен в своем выборе. Никто не знает, чем это все закончится, это неизвестность. Я реалист. И глядя на современное общество, я не верю, что люди смогут что-либо изменить. Даже магия здесь не поможет. Потому что свобода выбора – это закон. И магия здесь бессильна. Единственное, от чего сейчас зависит все, это истинная свобода выбора людей. А смогут ли они? Хотелось бы надеяться. Но как реалист я говорю нет. Какая-то часть во мне надеется, что люди смогут. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы спастись. Я так же, как и любой человек, хочу жить. Для нас это тоже жизнь, как и для вас. Разница только в том, что вы не знаете, что такое жизнь и смерть. А я знаю. Вы счастливчики. Вы не знаете, что вас ждет после смерти. А я знаю. Пока я здесь, я имею свободу действий. А там у меня уже этого не будет. Там мне придется отвечать за все, что я делал. Поэтому я мотивирован гораздо больше, чем вы. Это единственная причина, почему я вообще сейчас разговариваю с вами. Расскажу вам то, о чем вам никто не рассказывал более 1000 лет. Весь род, все, кто пошли против пророка, и кто продолжает идти против него, они все будут камнями в кладке у портала души. Они все будут в аду. С Богом и его посланниками не шутят. Я скажу так. Каждый несет свой крест. Но если на тебе нет креста, и ты можешь помочь кому-то, помоги. Иначе тебе это очень дорого обойдется. Но даже предателям пророк оставил шанс. Это было записано в одних из первых хадисов. И это действительно истинные слова пророка. Но их потом убрал Умар. Передавалось, что пророк Мухаммад сказал, что те из мусульман, кто будут жить в последние времена, смогут искупить всю умму. Но только если они исполнят завет пророка. Если смогут объединить всю умму. Если они станут на сторону имама Махди и смогут отстоять правду, очистят свою веру от лжи и вернут истину всем людям. Пророк Мухаммад сказал, что те из ныне живущих мусульман, кто пойдет в сторону света и кто пойдет за ним, будут иметь возможность отмолить у Аллаха весь свой род. Они смогут спасти не только себя, но и своих умерших предков. Они смогут вытащить эти камни из кладки у портала души. Смогут вытащить весь свой род из ада. Сами войдут в рай и свой род заведут вместе с собой. Пророк был мудр и надеялся на тех, кто будет жить сейчас, в последние времена. Надеялся, что они будут придерживаться истины. Но сколько сейчас таких? Гордыня и заблуждение последних мусульман не позволит им исполнить завет пророка. Ведь они из рода предателей, и на самом деле на них лежит очень тяжелый груз из камней на их душах. Представьте, ведь они несут на себе всех своих умерших отцов, дедов и прадедов, которые пошли против воли Аллаха. Смогут ли они переступить через все это и стать по-настоящему свободными? Какими должны быть по учению пророка? После того, что я сказал, мусульмане будут спрашивать, почему же именно они ответственны за гибель всего мира? А я отвечу вам. Отвечу словами вашего пророка. В хадисе через Ибн Аббаса передано, что пророк сказал: «Мы последние из народов, и первые должны быть привлечены к ответственности. И не сомневайтесь,
будет именно так, как сказал пророк. В судный день первыми спросят с вас, мусульмане, но сказать вам будет нечего, потому что вы пошли против своего пророка. Не существует единой уммы верных пророку мусульман, той уммы, которая должна была во всем мире создать мир, той уммы, которая должна была встретить приход имама Махди, той уммы, которая была бы достойна, чтобы перед ней открылся имам Махди. Вы не смогли остаться верными пророку и Аллаху. Посмотрите на себя, мусульмане. Вы сейчас сидите и слушаете меня, прекрасно понимая, кто я и кому служу. А я сейчас сделаю подлость. Отвечу подлостью на вашу подлость. Вы это заслужили. Я скажу вам, что имам Махди уже здесь. Тот, кого вы должны были ждать и к приходу кого готовиться, уже пришел. А вы его не узнали. И теперь осознайте всю суть этого момента. Вы только что узнали о приходе имама Махди из уст открытого слуги сатаны. Вы настолько погрязли в своих пороках, что сами не способны его увидеть, услышать и тем более почувствовать. Вы слушаете меня, а его зов не слышите. Если бы вы действительно любили Аллаха и были верны пророку, то вы смогли бы его узнать. Но вы не можете. Разве не видите, что уже сбылись практически все признаки последних дней? Согласно описанным признакам судного дня, сейчас мусульмане ждут зверя, который выйдет из-под земли, который будет говорить с ними на всех языках. Будет говорить. И куда вы денетесь? Вы все услышите его, и с каждым он поговорит. Но, а с чего вы вообще взяли, что он будет именно так выглядеть? Уши слона, глаза свиньи, голова быка и ноги верблюда. Да разве пророк мог нести такую чушь и глупость? А не напоминает ли вам это еврейские сказки? Как и про кривого, косого, одноглазого Даджаля. Кто такой Даджаль? Да вы каждый день его в зеркале видите. И живет он в каждом из вас. Ведь среди вас есть и кривые, и косые, и одноглазые. И таких же даджалей вы себе избираете. Вы сами выбираете тех, кто вас потом имеет. Меня всегда это так удивляло. Вот вы, лентяи, сидите и ждете, пока придет хороший правитель и все за вас сделает. Объединит вас и построит хороший мир. Действительно честный и справедливый. А вы сами ни хрена не делаете и не предпринимаете никаких действий, и все ждете такого хорошего правителя. Но когда он к вам приходит, что вы делаете? Ну, пришел пророк Мухаммад и построил для вас мирное общество. Дальше что? Да после его ухода вы ни дня не прожили так, как он вам завещал. Так что не жалуйтесь на своих даджалей. Они результат вашего выбора, вашего молчания, вашего бездействия. И ваши правители полностью отражают вас и вашу гнилую, подлую и низкую суть. Потому что если бы вы были людьми, вы бы не позволили, чтобы творилось то, что творится сейчас. Говорится, что Даджаля должен победить Иса ибн Марьям, Иисус Христос. И все ждут нового пришествия. Но он больше не вернется сюда. И он сам об этом сказал своим ученикам, когда еще был здесь. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А потом добавил: а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Здесь имелось в виду то, что Иисус – это чистая Божья любовь. И только так можно победить Даджаля, через истинную любовь.
А сможете ли вы в себе найти эту настоящую любовь Иисуса Христа? Сила Бога в Его любви. И только силой Бога, то есть Иисусом Христом, вы можете победить. А люди не понимают этого и продолжают ждать Его нового прихода в физическом теле. Иисус Христос говорил, что Его здесь больше не будет, и что Он не вернется сюда. Он сказал, что пришлет после себя другого, утешителя, который, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, что князь мира сего осужден. Но будете ли вы слышать Его, если вы даже себя не слышите? Много ли вы слышите тех, кто находится в беде? Вы врете себе. Вас обманывают. Вами управляют. С вами творят все, что хотят. Вы это все видите, слышите, но глушите собственную совесть. Лжете себе и другим. Называете вещи выдуманными именами, потому что или боитесь, или хотите что-то получить за свою ложь. Вы продаете себя. Вы предаете себя. Способны ли вы принести в этот мир любовь Иисуса? А Иисус есть в каждом. Только вы подавляете Его в себе. Посмотрите на мир. Пусть каждый глянет в зеркало и честно скажет, кто он, за кем он идет и готов ли он действовать. Пророк делал ставку на последних, на тех, кто живет в наше время. Он надеялся на то, что последние времена, когда будет бушевать стихия и разруха, сделают людей чище. Потому что действительно большая беда очищает людей. Но беда пришла, а ее упорно замалчивают. Вы продолжаете упорно лгать и говорить, что ее нет. В то время, когда она уже забирает ваши жизни. Не смешно ли вам? Мне грустно от этого. Хотя я надеюсь, что вы сможете. Но не верю. И никто не сможет сказать, как будет. Потому что это свобода выбора людей. Все ждут апокалипсиса. В то время, когда он уже идет полным ходом. А ведь что такое апокалипсис? Это снятие покрова. Когда проявится истина. Сейчас время, когда определяется каждый, на чьей он стороне. И сейчас на стороне моего хозяина доминирующее большинство. Многих удивит то, о чем я сейчас говорю. Ведь я же на стороне темных сил. Но вспомните, что сказано в Коране. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. И сейчас наступило то время, когда правда звучит отовсюду. И теперь вы не сможете сказать, что не знали. У вас нет больше оправданий своему бездействию. Вам нечего будет сказать в свою защиту в судный день. И вместо того, чтобы вытащить из огня своих предков, вы сами отправитесь к ним. Пророк Мухаммед говорил об этом времени. Сейчас те времена, когда знамения идут по всему свету. Вы видите их, но продолжаете отвергать. В угоду того, чтобы выжить сегодня, вы готовы умереть завтра. Лжецы и лицемеры. Сейчас правда звучит по всему миру. И сейчас вы слышите ее и понимаете, что это так. Но раб в вас, раб моего хозяина, он главенствует. Вы продали свои души за иллюзию. Сможете ли вы вернуть свои души назад? Сейчас интересные времена. Сейчас даже я и такие, как я, заинтересованы в вашем спасении. Потому что это и для нас шанс пожить еще. Это единственная моя мотивация, почему я сейчас нахожусь здесь и говорю с вами. Это единственная причина, почему я рассказываю вам правду, которую за столько тысяч лет
Вам так никто и не рассказал. Скажите, откуда вы знали, что я задам именно этот вопрос? Ты мне задал вопрос, думая, что это твой вопрос. Но это не твой вопрос. Ты задал мне вопрос, даже не зная, что об этом было сказано давно. И то, что говорю сейчас я, всем кажется, что это я говорю. Но это не так. Это пророчество, которое исполнилось прямо сейчас. Это еще одно знамение для вас. Но вы в это не верите и не понимаете этого. Настолько далеко вы отошли от Бога. И вы не можете отличить правду от фантазии. Настолько вам задурили голову. Вы не слышите то, что вы чувствуете. Вы отучились жить сердцем и живете умом. В этом ваша беда. Потому что вы предали себя. И вы есть предатели. Вы не видите правды. Вы рассказываете о том, что готовы на что-то. Но вы как раз из того стада, которые смотрели, как распинают Христа. Вы из того стада, кто смотрели, как Умар со своими пособниками рубили головы истинным сподвижникам пророка. Вы даже не знаете цены собственной жизни. Вы даже не знаете, что такое жизнь. Потому что большинство из вас никогда не жили. За вас жили другие. А сейчас даже мертвые хотят, чтобы вы жили. Потому что это шанс и для них. Но вы этого не знаете. И если бы мусульмане могли услышать голоса своих отцов, дедов, своих предков, они бы услышали, как они молят их о помощи. И молят они о том, чтобы они, мусульмане, были верны к пророку. Но услышат ли они голос своих предков за своей гордостью и глупостью? Мне врезалась в память фраза, которую вы сказали, что пророк Мухаммад нес спасение для вас и таких, как вы. Неужели реально возможно спасение для давно умерших людей? Это последний пророк. И он имеет силу спасать даже мертвых. Это воля Аллаха. Он наделил его таким правом. Но пророк сказал, при каких условиях это возможно. И я в этом смысле гораздо больше мусульманин, чем все остальные. Потому что я больше всех заинтересован в том, чтобы заветы пророка воплотились в жизнь. Пророк Мухаммад действительно величайший из вас всех во все времена. И я горд, что имел возможность знать его.